башня РТБЦ, 180 метров. Подо мной ничего нету. Вишу он на веревке, в порванной куртке, блин. Страшно, пипец. Свист ветра в ушах и пропасть под ногами. Справиться с эмоциями на такой высоте не всегда удается даже профессионалам. Эти кадры записал промышленный альпинист Константин Богданов. За его плечами 10 лет работы на подобных объектах по всей стране. Вышки сотовых операторов, телебашни. Но, вспоминает в Ульяновске, доступ к месту монтажа оказался непростым. Пытаясь закрепиться на высоте, альпинист разорвал спецодежду. Там ни раскоса, ничего нету, просто одна голая нога. Вот по ней спускаешься, это очень неудобно. Что такое нога? Вот нога, вот эта нога, 4 ноги в башне. Эти телевышки, они типовые по всей стране. Мы их называем Эльфиевые башни, поскольку они кверху сужаются. Сегодня бригада связистов из Удмуртии работает на Уфимской телебашне. Между прочим, самом высоком сооружении в городе – 180 метров. Наверху небольшая площадка, где можно перевести дух. Отсюда башкирская столица предстает во всей красе. Трубы, дым, трубы. Что у них, Конгресс-холл? Вот так видно Конгресс-холл? Своими глазами промышленные альпинисты видят то, что мы можем оценить только через камеру квадрокоптера. Пока одни работают на высоте, другие страхуют с земли. Вручную поднимают кабель питания весом более 80 килограммов. Таким давай наверх. Сколько метров еще надо поднять? Полметра вверх надо нам. 2 лошадиных не хватает, давайте. Между тем, не ко всем запланированным местам установки антенн удается добраться сразу. Ой, как мне идти? Что, не более удобного места не нашли, что ли? По обледенелой горизонтальной мачте альпинисту приходится двигаться буквально ползком, на коленях. Шутит техника Человека-паука. А температура воздуха, между тем, минус 20. Трудно представить, что в это время чувствуют люди наверху. Это лед на каске заледенело, изнутри прям. Там ветер в 2-3 раза сильнее, и такой он прямо до костей, такой продирающий. И спускаешься, чеку попьешь, и как-то оживаешь маленько. Пикник под облаками для них не роскошь, а всего лишь обеденный перерыв. Весь рабочий день промышленные альпинисты могут провести вообще не спускаясь на землю. Но здесь важно следить за прогнозом погоды. Внезапный грозовой фронт или резкое усиление ветра могут стать роковыми. Однажды стихия застала бригаду на 100-метровой дымовой трубе. Поднялся ветер, и вот начало мотать туда-сюда, и даже зацепиться некуда. Просто ты висишь на веревке, тут голая, это кирпичная стена. Зацепиться даже некуда, вот тебя по ветру мотает, вот тогда было страшно, да, очень. Чем это может закончиться, показала трагедия в Казахстане. Там ветер запутал канаты и раскачал альпинистов с огромной амплитудой. От мощнейших ударов об фасад здания 4 человека погибли прямо в воздухе. Почти каждый из них может вспомнить такие случаи на грани, когда было по-настоящему страшно. У Ришата Шагимарданова подобная история связана с башней в башкирском селе Карайдель. Круглая труба под ногами, раскосы далеко, пристраховаться некуда. И вот и добраться-то никак, то есть только по трубе сидя. Вот и чуть не перевернулся вот так кругом. Все, обратно. Посидел в ноги минут 20, думаю, блин, как слазить. А никто не поможет, как бы, ну, только на себя рассчитывают. И все, посидел, выдохнул, полез, спустился, вечером дома сел, завтра уволюсь. Утром проснулся, думаю, нормально. Своего страха они не стыдятся, скорее наоборот. Говорят, страшнее перестать бояться, ведь тогда появляется пренебрежение техникой безопасности, от которого до несчастного случая один шаг. Подобное регулярно случается по всей России. Когда страх есть, все нормально. Если страх пропадает, ну это как перебегать дорогу на красный свет каждый день постоянно. Здесь по 100 метров каждого цвета. Еще там все машины. Олеся Крешпенюк – одна из немногих в Уфе женщин-промышленных альпинистов и к тому же профессиональный преподаватель в этой сфере. На вопрос о причинах выбора столь нелегкого дела лишь улыбается, мол, работа на земле не для нее. А сколько всего вот килограммов снаряжения-то на вас сейчас?
Около 25, наверное, если не больше. И как вам? Плохо. К слову, женщины в промышленном альпинизме в нашей стране появились еще в годы Великой Отечественной войны. В блокадном Ленинграде возникла необходимость замаскировать купола соборов и церквей, которые фашисты использовали в качестве ориентиров для бомбардировок. А поскольку все мужчины ушли на фронт, работать на высоте, натягивать тенты на кресты и купола пришлось именно женщинам. И они успешно с этим справились. Сегодня вместе с Олесей и группой уфимских альпинистов мы поднимаемся на крышу жилой многоэтажки на улице Менделеева. На этот раз и нам удается оценить панорамный вид в 360 градусов. С крыши высотного здания вся Уфа как на ладони. Сипайлово, проспект Октября, Зеленая роща. А вот в этой части отлично просматривается строительство восточного выезда. Отсюда город кажется гигантским муравейником. И даже время на такой высоте как будто течет как-то иначе. От одного только взгляда вниз захватывает дух, но альпинисты отработанным движением сбрасывают канаты. Здесь важно правильно закрепиться на крыше, установить специальные протекторы, чтобы веревки не перетерлись о парапет, и лишь тогда можно начинать спуск. Можно ехать. Готов? Поехали. Задача сегодня – закрепить отливы на балконах и окнах, которые разболтались со временем. Каждый из альпинистов, по сути, совмещает сразу несколько профессий – электрика, сварщика, штукатура, маляра. А в канун Нового года кто-то подрабатывает даже Дедом Морозом. Можно пообщаться с людьми, то есть интересных людей мы очень много встречаем. В окнах? В окнах, да, ключевое слово в окнах. Балкончик там подтекает на 4-м этаже. Местные жители из окна высовываются, в обед предлагают кофе, пирожки, бабушки очень часто, вкусные блинчики. За окошко рукой машет. Давай мы тебе это сейчас быстренько коктейльчик сделаем. Я говорю, нет, я не пью. Говорит, ты не понял, молочный с мороженым. Ну, давайте. Часто коты мне в окнах встречаются. Какие-то сидят, смотрят флегматично такие. О, альпинист приехал. Какие-то начинают там заигрывать, играть там какие-то. Однако не все жители многоэтажек оказываются так дружелюбны. В России, в том числе и в Башкирии, были случаи, когда альпинистам на высоте срезали веревки. С подобным пришлось столкнуться и Олесе. Мужчина пьяный выскочил из окна как раз на моем уровне. То есть мы долбили, создавали шум. Он пьяный выскочил, сказал, сейчас я перережу канаты. И начал размахивать ножом. То есть я отошла, успела в сторонку, и его жена затащила его обратно, просила извинения. То есть я быстренько спустилась, чтобы дальше продолжения не было. То есть и дальше уже полиция разбиралась. Браки заключаются на небесах. Кажется, для них эта фраза стала буквальной. Со своим мужем, тоже промышленным альпинистом, Олеся познакомилась на одном из высотных объектов в Москве. А потом Эдуард ради семьи переехал в Уфу. Вот для чего нужен муж. Работу Олеся не оставляла даже на 9-м месяце беременности. Хотя, конечно, больше страховала коллег с земли. И, кажется, малышу передалась эта страсть. 4-летний Константин уже интересуется альпинистским снаряжением. Да, карабины у нас называют антистресс. По дому ходит, их собирает цепочкой и гремит ими. Антистресс это у него. Вы бы хотели, чтобы ваш сын... Нет. Почему? Нет. Не надо, опасная работа, нестабильная. Если пойдет, я его поддержу. То есть все сделаю так, чтобы как минимум у него было снаряжение лучшее, одно из лучших. Эдуард тоже опытный инструктор по промышленному альпинизму. За 15 лет объездил половину России. Одним из самых сложных объектов в своей жизни называет подъем самолета. Легендарный штурмовик Ил-2, сбитый в годы Великой Отечественной войны, был поднят со дна Керченского пролива. А затем его точную копию решили установить в музее в Дагестане, откуда был родом его пилот, герой Советского Союза Юсуп Акаев. Тяжелую машину, размах крыльев которой превышал габариты помещения, поднимали на 15-метровую высоту. Он тяжелый и не в габаритах. Там крылья, если взять 3-й этаж, они выступают по метру с каждой стороны, плюс там еще лестница. Еще под этой лестницей протаскивали. Вот в таком крене мы его вытаскивали. Было очень сложно. Билет номер 5. Переход с одной пары канатов на другую. Они тянут билеты и сдают настоящие экзамены. Вот только халявы тут нет. Ведь от того, насколько хорошо был усвоен урок, зависит жизнь. Саша, остановись. Тебе не нужно так напрягаться. Ты можешь просто приподнять канаты.
центре подготовки промышленных альпинистов и спасателей обучают как новичков, так и уже работающих высотников. Проходить переобучение и аттестацию в Уфу приезжают альпинисты со всей страны. Полигон считается одним из лучших в России. Сегодня экзамен по системе канатного доступа, например, сдают монтажники-телевизионщики, наши коллеги из Республики Коми. У нас в Коми, в Сыктывкаре, нет ни полигона, то есть голая теория без практики. Соответственно, поэтому приходится приезжать сюда. Однако справиться с испытанием удается не всем. Причем заваливают экзамен даже те, кто уже работает на реальных объектах в своих городах. Например, здесь стоит задача выполнить так называемый выход через перегиб. Говоря простым языком, забраться на крышу здания. Физической силы не хватает, и не хватает техники выполнения упражнений. Почему не получилось, как думаете? Да, заниматься надо. Когда подтягиваешься, трудно свой вес перетянуть туда. Еще одно задание – спасение пострадавшего. По легенде, одному из альпинистов становится плохо на высоте. Задача второго – спустить его на землю. Однако и здесь возникают серьезные сложности. У одной из пар наверху путается снаряжение, и теперь спасать приходится уже обоих. И что у вас произошло? Все, стоп! С этого года в России вступили в силу новые правила по охране труда при работе на высоте, которые запрещают, например, дистанционное обучение промышленных альпинистов. Ведь именно низкая квалификация работников чаще всего становится причиной несчастных случаев. Он умер. Ты должен был в данном случае делать вот это. Все, вот ты на себя его облокотил, сидишь 15 минут минимум, пока не восстановится кровообращение. И у нас до сих пор, несмотря на то, что прописано практическое обучение, до сих пор продолжают учить либо дистанционно, либо онлайн, либо зачастую даже не присутствуя на занятиях, просто покупают документы. Здесь, на полигоне, конечно, и мы решаем воспользоваться возможностью освоить навык подъема на канатах. Ручной зажим и глубоко зажимать предназначенный для подъема. Вниз, в сторону, вверх. Все, поняла, да. Высота около 5 метров. Это уровень второго этажа. В случае падения, конечно, не смертельно, но ноги все равно предательски дрожат, учитывая, что под ними вообще никакой опоры. А оператор еще подливает масло в огонь. А веревка тебя выдержит? Выдержит 2,5 тонны выдержит. Первый базовый навык, которому обучают новичков, это подъем на зажимах и, собственно, спуск. Ну и, конечно, при возникновении любой проблемной ситуации важно не нервничать, потому что паника на высоте может сыграть злую шутку. Как и летчики, промышленные альпинисты не используют слово «последний», предпочитая заменять его на «крайний», хотя в целом суеверными себя не считают. Ехать ночью в лес в багажнике – плохая примета. Говорят, риск можно свести почти к нулю, если внимательно следить за снаряжением и соблюдать технику безопасности. Покоряя вершины мегаполисов, они признаются, тот, кто однажды полюбил высоту, вряд ли согласится вернуться на землю. Ощущение свободы от начальства, от руководства. Свесился за стенку, все, тебя никто не трогает. Нашел себя в жизни. Это моя профессия, которая останется со мной, наверное, до конца.